Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем крупный пожар в Набережных Челнах. Из-за пожара в пустующем здании эвакуируют жители ближайших домов. Расскажем о мере пресечения заместителю главы Росреестра Татарстана. Следователь не привел каких-либо убедительных доводов о том, почему избирается самая суровая мера пресечения. Чиновница обвиняется в превышении полномочий и мошенничестве, а также хроника дорожных происшествий. Ее не было полдороги. Она выпрыгнула. Это и не только. Прямо сейчас. В Челнах загорелось здание недействующего ресторана на проспекте Сюмбике. Густой черный дым вырывался из-под кровли на площади 600 квадратных метров. Задымление такое, что спасатели эвакуируют жителей расположенных рядом домов. Всего к ликвидации привлекается 82 человека и 23 единицы техники. Проводится наращивание сил и средств. Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов. Погибших и пострадавших нет. Все подробности этого происшествия мы расскажем в завтрашних выпусках нашей программы. Избрана мера пресечения заместителю руководителя Росреестра Татарстана. Ада Зайдуллина обвиняется сразу в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий и мошенничестве. Сегодня Советский суд Казани рассмотрел ходатайство следователя. Он просил отправить чиновницу в СИЗО до 24 ноября. Защита настаивала, если арест, то только домашний. Как узнал Ленар Гинатуллин, глава управления Росреестра Татарстана Азат Зяббаров направил в суд письмо, в котором предположил, с чем может быть связано это дело. Прошу суд избрать Зайдуллиной Аде Евгеньевне, 1972 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 24 ноября 2019 года. Ада Зайдуллина слушала ходатайство следователя совершенно спокойно. Следствие считает, что замглавы Росреестра Татарстана помогала устранять препятствия при регистрации спорных земельных участков по улицам Плужная и Лесопарковая. Также у следственных органов есть основания полагать, что подсудимые причастны и к другим аналогичным преступлениям. В ходе обысков были найдены предметы, которые могут говорить о возможном получении взяток. Чиновница может скрыться, оказывать давление на свидетелей и при этом не имеет несовершеннолетних детей. Так обосновывал следователь необходимость ее ареста. Следователь не привел каких-либо убедительных доводов о том, почему избирается самая суровая мера пресечения. Если уж суд сочтет, что мера пресечения необходима, то мы просим ограничиться менее суровой мерой пресечения в виде домашнего ареста. Как добавила защита, у Ады Зайдуллиной есть тяжелобольной супруг, который не работает и находится на ее иждивении. Кроме того, продолжает адвокат, обвинение построено на показаниях свидетеля, который как раз и занимался регистрацией спорных земельных участков. Защитники также предоставили документы от руководителя Росреестра Азата Забарова, который заявляет о возможном оговоре своего заместителя недавно уволенным сотрудником. Сама Ада Зайдуллина была уверена, что под стражу не отправится. Еще раз повторите, пожалуйста. Удастся доказать. Однозначно суд примет решение. Спустя 40 минут судья озвучил свое решение. Мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 24 ноября 2019 года. Аду Зайдуллину решение суда удовлетворило. Свою вину женщина не признает и считает все случившееся оговором. Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, «Вызов 112». Похитила из бюджета детского сада более 10 миллионов рублей. В Ахитовский районный суд Казани передано дело бухгалтеру учреждения дополнительного детского образования. По данным следствия, женщина увеличивала себе начисление заработной платы, фиктивно устраивала в детский центр работников и их зарплату забирала себе. Также похитила со счета этой общественной организации денежные средства, перечисляемые родителями на приобретение танцевальных костюмов и гастрольные поездки. Подробнее расскажет Рамиль Шайдуллин. Персонал, заработная плата. На примере показываю, как можно сделать начисление выдачи заработной платы. Как заработать втайне от всех, включая директора, 43-летняя бухгалтер одного из детских садов Казани знала. По версии следствия, с 2014 по 2018 год она сама себе увеличивала зарплату. Вместо проходящих по документам 25 тысяч рублей начисляла себе от 35 до 60 тысяч в месяц. Аналогичным образом рисовала зарплату своему знакомому, устроенному в детский центр фиктивно. Ущерб превысил 8,5 миллионов
миллионов рублей. В тот же период обвиняемый, являясь по совместительству специалистом по организационной работе детского хореографического ансамбля, похитила со счета этой общественной организации денежные средства, перечисляемые родителями на приобретение танцевальных костюмов, гастрольные поездки и прочие расходы. Таким образом, действиями обвиняемой причинен ущерб общественной организации в размере более 1,5 миллиона рублей. Обвиняемая полностью признала вину, дала признательные показания по всем эпизодам своей преступной деятельности и даже частично возместила ущерб. В настоящий момент предварительное следствие по уголовному делу окончено. Все материалы переданы в суд Вахитовского района Казани. Рамиль Шайдуллин, Ленар Гинатуллин, вызов 112. Избрана мера пресечения 2 девушкам, которые обвиняются в изнасиловании молодого человека. Напомним, шокирующий случай произошел в Бугульме 15 сентября. Потерпевший 19-летний молодой человек взял на ремонт у одной из подозреваемых телефон, а когда вернул, хозяйка смартфона обнаружила, что экран треснут. В результате она потребовала у парня компенсацию в размере 3000 рублей. Получив отказ, вместе со своей подругой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера, снимая все на тот самый телефон. Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. 56-летняя женщина попала под колеса автобуса 89-го маршрута на перекрестке улиц Фучика и Минская. По словам женщины, водитель общественного транспорта, пострадавшая неожиданно выбежала на дорогу. Резко остановить многотонную машину она не смогла. Салават Мухаммадуллин продолжит. Ее не было полдороги. Она выпрыгнула. Эта женщина возит пассажиров уже 10 лет. За руль автобуса села в свои 26. Признается, даже мелких аварий никогда не было, а тут такое, как произошло, не понимает сама. Уверяет, что пропустила всех пешеходов. Были пешеходы, другие их пропустила. А она побежала и прыгнула прямо под колеса. 56-летняя женщина-пешеход рухнула на землю и ударилась головой. Водитель сама первым делом выбежала на помощь. Сотрясение у нее. Ее госпитализировали? Да. Уже в больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга и ушибленную рану затылочной области. Степень вины водителя автобуса установят автоинспекторы на детальном разборе происшествия. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязева, Наиль Абдуллин, вызов 112. Стоящего мотоциклиста протаранил водитель автомобиля «Лады» 14 модели на улице Боевая. Байкер остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить идущих по зебре людей. В этот момент в него и врезался автомобилист. С места происшествия Юлия Муратова. Это первый ДТП у меня на мотоцикле. А сколько лет? 4 сезона. Мотоциклиста это расстроило больше всего. Столько лет ездил без происшествия, а сегодня, фактически закрывая сезон, решил поехать в гости к своей возлюбленной и попал в аварию на улице Боевая, не по своей вине. Пешеход дорогу переходил, я остановился, и меня ударили в жопу. Вовремя остановиться не смог водитель «Лады» 14 модели. К счастью, скорость автомобиля была небольшой, и травм мотоциклисту удалось избежать. Байкер даже удержался на ногах, рухнул на землю только мотоцикл. Я как бы передачу нащупывал, дальше поехать удар. Дальше поедет? Не знаю, вон бензин течет. Позже мужчина все же решил вызвать на место эвакуатор, поскольку считает, что на своем средстве передвижения уехать уже с места происшествия не сможет. Юлия Муратова, Нафиса Минязева, Наиль Абдуллин, вызов 112. 3 автомобиля сегодня утром не уместились на дороге на улице Гвардейская. «Лада» 14 модели выехала на соседнюю полосу и протаранила «Датсун». От удара иномарку отбросила на «Опель Астра». Автомобили перегородили практически всю проезжую часть, в результате чего образовался серьезный затор. Причины опасного маневра выясняла Алия Хайруддинова. Рассказываем о факте ДТП. Если вы рассказывать, как столкнулась с «Ладой» 14 модели и «Опелем Астра», девушка не захотела, а водитель последнего автомобиля поделился своей версией произошедшего. Я был первый зритель автомобиля. Что было сзади? Четырка въехала девушка отбросила ее. Все ехали в одну сторону. Как предположил мужчина, водитель отечественного автомобиля ехал по крайней левой полосе. Но дорога резко сужается из-за трамвайной остановки. Видимо, поэтому водитель резко перестроился вправо, не пропустив едущую там автоледи. «Датсун» после удара отбросила на двигающийся рядом «Опель Астра». Прибывшие на место автоинспекторы с высокой долей вероятности признают виновным водителя 14-й, но сам молодой человек отказался объяснить свой маневр. Не расскажете, как В результате столкновения никто не пострадал, хоть удар и был серьезным. «Лада» смогла покинуть место аварии только при помощи эвакуатора. Алия Хайруддинова, Ленар Гинатуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.